На 1500 километров от Черного моря до Каспийского протянулась цепь Кавказских гор. Посередине этого массива расположилась Осетия, небольшая горная страна на южной окраине России. А в самом центре Осетии находится Туалия, историческая область, где с незапамятных времен обитали осетины, они же аланы, они же ясы, они же оси, как их называли соседи-грузины, и от этого наименования вошло в русский язык общепринятое осетины. На протяжении веков в горных долинах и ущельях селились люди, строили себе жилища из камня, который здесь в изобилии. Творения рук древних строителей восхищают своим мастерством, но сегодня эти прекрасные сооружения безмолвны. Жители покинули труднодоступные места в поисках лучшей жизни на равнине. Выживать в этом суровом мире было нелегко. Цена земли измерялась порой ценой жизни. Эти гигантские каменные завалы созданы людьми, которые таким образом очищали участки для посевов. Каждый выращенный на этих узких полосках земли стебель спасал жителей от голодной смерти. Святые могилы предков напоминают нам о долге перед их памятью. Но неизвестно, что раньше исчезнет в пучине грядущего – память или ее каменные символы, которые мало-помалу уступают разрушительному натиску времени. Таинственная сень горных вершин и мрачные силуэты древних башен навевают ощущение фантастического мира, в котором легендарные герои противостоят кровожадным циклопам. Их извечная борьба между собой стала основой неповторимого народного эпоса о нартах, мифическом богатырском племени, ставшим образцом благородства и чести, нравственным эталоном для всех осетин. Многие поколения обитателей этого края ушли в каменистую землю. Глядя на эти мощные останки, веришь,
что легенды о могучих богатырях не так уж далеки от истины. Территория Зарамакской котловины – настоящая сокровищница для исследователей истории. Здесь находятся великолепные археологические памятники всех времен, от каменного века до позднего средневековья. Во многих крупнейших музеях мира экспонируются шедевры из раскопок Туалгома. На период между первым и вторым тысячелетием от Рождества Христова приходится расцвет Кавказской Алании, частью которой была Туалия. По горным теснинам шли торговые караваны с севера и юга, связывая между собой народы и культуры. Здесь проходил и один из маршрутов Великого Шелкового пути. Это остатки старой дороги в Касарской теснине. Ущелье здесь было перегорожено мощными оборонительными сооружениями, через которые беспрепятственно не мог проникнуть ни зверь, ни человек. Владыки здешних мест обладали исключительным правом брать плату за проход с иноземцев, приобретая немалое богатство и могущество. Серебряный кубок вполне мог быть формой оплаты пошлины. В народной памяти сохранился образ легендарного Оспагатора, который владычествовал здесь в XIII веке. Небольшая часовня в селении Нузал стала его усыпальницей. Внутри она была расписана великолепными фресками, которые, к сожалению, не все сохранились.
Известно имя автора росписей. Его звали Вола Тлиак. Это означает, что родом он был из селения Тли, расположенного неподалеку от Нузала. Может быть, одно из этих внушительных сооружений принадлежало семье осетинского иконописца. Наверняка определение его призвания было не случайным. Здесь, в его родном Тли, с XI века возвышался один из самых величественных храмов Осетии – церковь Пресвятой Богородицы. И, естественно, Вола Тлиак не мог не унаследовать иконописные традиции своих предшественников. Эти руины – свидетельство эпохи процветания христианства в Осетии. Повсеместно возводились культовые сооружения, где многочисленное в ту пору местное население молилось единому Богу. Подобный Тлийскому, храм был возведен в Зрукском ущелье, тоже XI век и тоже посвящен Пресвятой Богородице. Он сохранился лучше. Предпринимались даже неудачные попытки его реставрировать. Имя Георгия Победоносца носила старинная церковь в Закинском ущелье. В эпоху безбожия она тоже пришла в упадок, и только с возрождением православия в XIX веке была отремонтирована и вернулась к жизни. На остатках старой постройки были возведены новые стены. Но как разительно отличалось мастерство древних зодчих от строителей позднего времени, можно судить по этим фрагментам церковных стен. XIII век стал роковым и для веры, и для культуры, и в целом для всего народа Алании. Монгольское нашествие разрушительной волной прокатилось по стране, сметая все на своем пути. В разоренном крае христианские традиции угасли, и мало-помалу им на смену вернулись старые языческие верования, угольки которых тлели в глубине народного сознания. Многострадальная Осетия на долгих 5 столетий
погрузилась во мрак забвения, пока не случился очередной крутой поворот в ее судьбе. На Зарамакском утесе возвышается памятник одному из знаменитых осетин Зурабу Маккаеву, который в середине XVIII века возглавил осетинское посольство в Петербург с поручением от своего народа вступить в российское подданство. С 1774 года начинается новый отсчет в истории Осетии. Осетины обрели покровительницу в лице могущественной империи. Россия получила стратегический форпост на своих южных рубежах. По горным перевалам Осетии пролегают две основные дороги через главный Кавказский хребет – военно-грузинская и военно-осетинская. Они и по сей день имеют важное значение для связи России с внешним миром и не потеряли своего стратегического значения. Эти горы испытали много великих потрясений, но самой большой трагедией стала последняя война, Великая Отечественная. Тысячи молодых мужчин, лучшие сыны своего народа, ушли в бушующее пламя мирового пожара, из которого половина из них никогда уже не переступила порог родного дома. Кровопролитная битва развернулась и за Кавказские перевалы. Сражения шли в нечеловечески тяжелых условиях, среди смертельных ледниковых ловушек и на краю бездонных пропастей. Туалгому посчастливилось не стать ареной боев, но они грохотали рядом, в считанных километрах, за соседней горой. Военно-осетинская дорога сполна оправдала свое название. По ее серпантинам шли подкрепления бойцов. Двигались нескончаемые колонны военных транспортов. Зима в горах суровая, почти арктическая. Снегу наваливает выше человеческого роста. Тяжелые грузовики не вписывались в крутые обледенелые повороты горной трассы. У каждого виража дежурили подразделения солдат, которые на деревянных щитах разворачивали неповоротливую технику в нужном направлении.
Остались в прошлом кровавые военные годы. Затянулись раны. В Туалгоме вновь воцарился мир и покой. Глядя на эту красоту, не хочется думать о вражде и кровопролитии. Тут может быть настоящий рай на земле. Не зря многие мудрецы мира определяли здесь одно из местонахождений волшебной Шамбалы. С Туалией связаны имена многих выдающихся людей. Раз в году тишину Нарской котловины нарушают звуки праздника. Каждую осень в октябре селение Нар отмечает день рождения своего великого сына. Отовсюду съезжаются гости, чтобы почтить память выдающегося поэта, художника, публициста, несгибаемого защитника бедных и униженных людей Коста Хитагурова. Я счастья не знал, но я готов свободу, которой я привык, как счастьем дорожить, отдать за шаг один, который бы народу я мог когда-нибудь к свободе проложить. Родные горы, окружающие его люди, герои произведений Коста. Особенно выделяется в его творчестве тема материнства. Сирота, с рождения не испытавший ласки материнских рук, он создал образы матери удивительной пронзительности. Помимо того, что Коста Хитагуров был блестящим светским живописцем, он оставил прекрасное иконописное наследие. Его росписи Алагирского собора по художественной выразительности равны самым высоким мировым образцам. Многие выходцы из Туалгома ярко проявили себя в самых различных сферах деятельности. Этот дом в Сатате связан с именем известного драматурга, автора всенародно любимых комедий Давида Туаева. Персонаж его знаменитой пьесы «Желание Паша» Сваха Мышерхан стала настоящей народной героиней.
شاخان أرشدتك دخيمة وصلصة ودم الشرخان يتامم برايشم خارج من ماما توري وتشلابات رايشم شارع دنيا كشت تباكوتون نغزار شده را تختون آرشتا جرق را وقتون من غابروش کنم ملد آرشتا جر اما دنی تکبت نختور کم دیده خورجو نه دو عجیت من اودشته كم يو تارك في مال مرتدن ما شرش ميدا جيز ما زد Селение Тиб расположено в нескольких тысячах километров от студенных северных морей. Казалось бы, какая между ними может быть связь? Знаменитый капитан-ледокольщик Юрий Кучиев родом из этого селения. Минус 40 градусов. Работа наша, она основана целиком на совести. А мои коллеги работают на износ, потому что на совесть работают. Там же работают сутками. Туман, не туман. На больших скоростях корабли ведут караваны. Это дают массы по 10, по 15 тысяч тонн. У них же огромный момент живой силы. Если ржавит, так это катастрофа. С 17 августа 1977 года впервые в истории мореплавания ведомый им атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса. Осуществив вековую мечту многих поколений моряков, Юрий Кучиев вписал свое имя в почетный список великих покорителей Арктики. В последнее время стало привычным видеть скопление дорожной техники в теснинах Туалгома. Здесь проходит Транскавказская автомагистраль, главный на сегодняшний день сквозной маршрут, связывающий Северную Осетию с Южной, Россию с Закавказьем. В стародавние времена горцы могли только мечтать о таких дорогах. За несколько минут можно промчаться по 4-километровому тоннелю под Рохским перевалом и оказаться в Южной Осетии. Там продолжение Туалии, но населяющие ее жители именуются белыми туальцами, в отличие от черных, северных.
Как ни старается человек взять верх над природой, ему пока далеко до полной победы. Зимой покрытые многометровым снегом горы представляют грозную опасность. Страшную разрушительную силу лавин невозможно обуздать. Каждую зиму Транскам оказывается в снежном плену. Наибольшую опасность представляет внезапный сход снежных масс. Поэтому по накопившемуся на склонах смертоносному запасу бьют из пушек, спуская лавины принудительно. Конечно, стихия доставляет много неприятностей. Но не меньше проблем создает необдуманное вторжение человека в природную среду и исторический облик горного края. Осуществляя свою неуемную деятельность, он не всегда соизмеряет сиюминутную выгоду с невосполнимыми потерями. Задумав возведение каскада Зарамакских ГЭС, строители не учли последствий своего вмешательства в неустойчивое равновесие окружающего мира. Получить киловатты и мегаватты из дармовой энергии горных потоков весьма привлекательно. Достичь этой цели в наш век не так уж сложно. Зато неузнаваемо изменился исторически сложившийся облик края. На дне водохранилища оказались бесценные археологические памятники. Вынуждены были покинуть обжитые места немногочисленные оставшиеся жители Зарамага. Эти старые дома со своим неповторимым уютом уже не существуют. Их бывшие хозяева, наверное, получили положенную компенсацию за утраченное жилье. Но проявления радости на их лицах явно не видно. Для любого человека нет ничего слаще родной земли. Нам ничего не надо взамен этих мест. Мы здесь родились, здесь росли, здесь учились.
родители наши здесь похоронены. И нам бы хотелось остаться здесь навечно. Мы ведь тоже уже в возрасте. В советскую эпоху Осетия привлекала массу туристов со всего света. После распада Союза поток гостей иссяк. Сейчас происходит новое освоение древних поселений. Но это варварское вторжение в материальное и духовное пространство предков соизмеримо с самыми катастрофическими нашествиями прошлого. Потенциальный неисчерпаемый источник благополучия будущих поколений, неповторимой красоты природа и уникальные исторические и культурные памятники уродуются последовательно и ежечасно. В Осетии нет нефти и газа, зато она обладает неиссякаемыми запасами целебной минеральной воды. При разумном использовании она могла бы превратиться в золотой поток. Если бы это богатство принадлежало аравийским шейхам. Это снова Тип, родина знаменитого капитана. С давних пор знамениты и здешние минеральные источники. Еще при советах тут развернулось масштабное строительство нового санаторного комплекса. Были истрачены внушительные суммы денег. Затея в итоге закончилась крахом. Живописных развалин в Туалгоме стало больше. Еще один источник минеральной воды, Зарамак, стал жертвой электрификации. Такой воды теперь больше нет. Ради объективности нужно сказать, что жизнь в Туалгоме окончательно еще не угасла. Как много веков назад осенью спускаются с гор отары овец, нагулявших жир на тучных альпийских пастбищах. Кто-то продолжает возделывать политую потом предков каменистую землю. Совестливые потомки обустраивают места вечного упокоения своих отцов и дедов. Şart, kızlar rüyadan fıldır düştü. Hoşlar tuyacak, kışkot tuy. Жизнь раньше была лучше. Людей было больше. Держали скот, обрабатывали землю. Шахта там выше была. Работали люди. Государство тоже больше помогало. Магазины были. Если у тебя нету муки, хлеба, что поделаешь? Сейчас работы нет. Уезжают на равнину. Те, кто остался, тоже бы уехали, но привыкли здесь. Это их родина, сердцем прикипели. Те, кто уехали, они тоже больше из-за детей. Им нужно учиться, а здесь школы уже нет. Вот в Тибе тоже зимой только 3 семьи остаются. Если бы условия для жизни были лучше,
народу тоже было бы больше. Вот в Мамисоне собирается большой туристический комплекс строить, дорогу новую проложили, и народ потянулся. Если бы еще свет был, еще больше бы было. По всей Осетии встречаются так называемые святые места, предназначенные для общения с божественными силами, определяющими судьбу каждого человека. Осетины верят, что небожители, которым они поклоняются, защитят их от опасностей, помогут обрести покой и благополучие. Люди не забывают своих корней. На развалины древних храмов в дни христианских праздников приезжают потомки тех, кто когда-то покинул эти места в поисках лучшей доли. Самую главную мольбу обращают они к святому Георгию, особо почитаемому в Осетии, вверяют ему свою судьбу, свои надежды. «О, святой Георгий, защити нас от бед и напастей, будь покровителем нашим». Хочется верить, что эта молитва долетит до небес.